Члены правительства, губернаторы и капитаны российского бизнеса собрались для того, чтобы подумать о способах улучшения делового климата в стране и повышения ее привлекательности для инвесторов. Репортаж Андрея Баранова. От стекольного завода в Чеченской Республике до международного аэропорта в Ростовской области и насыпного острова у Сочинского побережья. Лучшие инвестиционные проекты регионов российского юга в виде макетов, графиков и презентаций. На выставке, которая работает в рамках сегодняшнего форума, представлены более 150 проектов. Но то, что можно увидеть здесь, в фойе Краснодарского музыкального театра, лишь витрина. За каждым стендом многомиллионные инвестиции и самое современное бизнес-планирование. Для Дмитрия Медведева, как первого вице-премьера, это возможность пообщаться сразу со всеми главами южных регионов. 30 миллиардов рублей инвестиций за 5 лет превратятся в 1 000 000 квадратных метров недвижимости. Это формула дагестанского проекта. Элитный жилой комплекс с бизнес-центром международного уровня. У нас там соседи резвые, но мы тоже не должны отставать. Иран, Азербайджан. Ну, все прикаспийские государства, у нас тоже должны быть центры, которые развиваются не хуже, чем наши соседи. Глава Ингушетии Мурат Зязиков представляет проект развития промышленности республики. На макете производства, которые создадут новые рабочие места. Сколько здесь человек будет работать? До 3000 человек. До 3000 человек. Какие строительные материалы? Значит, кирпичный завод, цементный завод, керамзитовый завод. По сути, нужно вот такие предприятия строить в каждом субъекте федерации, с учетом того, что мы много строим теперь. Конкурентоспособность российского бизнеса – одна из главных забот государства. В своей речи перед предпринимателями первый вице-премьер дал понять, диалог бизнесменов и власти нужно строить в долгосрочной перспективе. Бизнес должен быть уверен в том, что он всегда получит поддержку государства на мировых рынках. Это обязанность государства. И особенно в тех сферах, где идет глобальная конкуренция. Отдельная тема – развитие регионов. Дмитрий Казак заявил с трибуны, что каждый субъект федерации должен найти собственную нишу на рынке инвестиций. Те полномочия, которые влияют на инвестиционный климат территории, максимально передать, делегировать субъектам Российской Федерации, лидерам регионов, для того, чтобы они отвечали за то, как работает пожарный надзор, санитарный надзор, а с губернатора будет спрос за конечный результат. В бизнесе многое решает понятие имиджа, особенно если речь идет об экономике целой страны и ее роли в глобальных процессах. Не бывает хорошего имиджа у страны, где сильный бизнес, но бедное население. Или, например, сильный бизнес и слабая государственная власть. Если все три этих составляющих успешны, тогда у страны хороший, полноценный имидж в мире. И я уверен, что мы все способны создать высококлассный имидж Российской Федерации. Совершенствование налоговой системы и финансового рынка, усиление гарантий собственности, список тем, которые еще предстоит обсудить чиновникам и бизнесменам, сегодня далеко не был исчерпан. Дмитрий Медведев пообещал вернуться к этим вопросам в самое ближайшее время. Андрей Баранов, Василий Коньков и Николай Ломакин. Вести, Краснодар.